годовалой дочки и врач, я предприниматель. И так, Валерия Ариночкина, врач, дерматолог, косметолог, специалист в сфере аппаратно-сывороточного ухода за кожей лица, победитель в номинации «Лучший врач-дерматолог Благовещенска 2019 года», прекрасная, утонченная, элегантная женщина и жизнелюб. Итак, Валерия, не будем терять драгоценное время, поприветствуйте всех наших гостей, и я задам первый вопрос. Здравствуйте, друзья! У меня что-то немножко подвисает эфир. Я очень прошу простить, если вдруг вы меня будете не очень хорошо слышать. Ну, я думаю, что у нас все получится. Это просто такая энергетика. Отлично. Итак, Валерия, первый вопрос. Как говорится, без воды начинаем сразу. Почему? Вы успешная женщина, вы лучший врач 2019 года, вы красива, вы востребованы во многих городах, вас все любят, у вас многие спрашивают совета, вы являетесь примером для многих врачей и людей, которые занимаются вообще в сфере какой-то индустрии красоты. Как вы оказались в сетевом бизнесе? Почему сетевой бизнес, почему вообще предпринимательство, почему бизнес? И после этого какую-то самую яркую историю с этим связанную или что-то, вот, что вас прям вот зацепило. Сразу два вопроса, третий будет сам. Я не пришла в Amway как в сетевой бизнес. Я пришла в Amway, в общем-то, на продукт. И как дерматолог я пришла на растворимые средства для стирки, потому что я каждый день выставляю своим пациентам диагноз дерматит на синтетические моющие средства. И, Кать, скажите, меня слышно? Да, я прекрасно слышу. И когда мне, как и всем остальным, наверное, показали опыт со стиральным порошком, я помню, что я ехала домой с этой встречи, я думала, я никогда вот этой фигней, ну, в смысле, сетевым бизнесом заниматься не буду. Но без этого стирального порошка жизнь моей семьи просто уже немыслима. Я подключилась на продукт. Потом я получила в свои руки средства Сатинит, которые были очень хороши для моих волос. Потом я получила в свои руки антиперспирант, который я показала своим друзьям, онкологам, мамологам. И они сказали, ну, слава богу, на российский рынок пришло что-то действительно безопасное для молочных желез, потому что рак молочной железы у мужчин на сегодняшний день, как здрасте. И вот по мере того, как я получала разные продукты в свои руки, потом, сейчас сложно представить, но раньше не было ни Nutrilite, ни Artistry, когда мы только узнавали про Amway. Когда мы узнали про Nutrilite, мы нашему единственному мальчику омегу заказывали с Украины. Для всей семьи, для нас с мужем это было дорого. Но для единственного ребенка, школьника, мы заказывали омегу с Украины, потому что это было совершенно необходимо. Врачебный взгляд. И вот так вот, знаете, степ-бай-степ. А когда я уже попала вот в окружение людей, когда я поняла, что здесь есть прекрасное интеллектуальное сообщество, что здесь есть иные возможности. Да, тогда, но это очень не быстро произошло в моем случае. Я и сейчас, в общем-то, не быстрая звезда, но я уже очень хорошо понимаю, что я делаю, почему я делаю и для чего мне это нужно дальше. Угу. Ага, Валерия, а вот все-таки какая-то, может быть, еще история, которая, может быть, вы как дерматолог увидели, да, или что-то вот такое, что еще вот уже, когда вы стали разбираться, может быть, вас зацепило, или вот, насколько я знаю историю с обучением вашего сына, да, там что-то вы вот приняли хорошее для себя. Ну, во-первых, врачебных зарплат и даже зарплат юридических для того, чтобы дать своему ребенку хорошее образование за границей, в принципе, недостаточно. И к тому моменту, когда Данилу пришла пора поступать в университет, дополнительные деньги уже нужны были весьма и весьма основательно. А поскольку благодаря, возможно, все той же Омеге мальчик наш учился, в общем-то, блестяще,
и он еще не закончив, в общем-то, не выпустившись еще из школы, он уже поступил в университет США, наша задача оставалась не подвести его и оплачивать его образование. Знаете, тут уже даже платиновый бизнес очень хорошо в этом помогал, потому что это ежемесячные платиновые бонусы, это премии годовые были, и это было очень-очень здорово. То есть, ну, с одной стороны, Омега, да, которая позволяет ребенку блестяще учиться за границей, с другой стороны, бонусы от компании. Вот. Ну и кроме того, Artistry, в конце концов, пришел бренд на российский рынок, и у меня была возможность сравнить его с Клиник, Estée Lauder, с тем, чем я пользовалась раньше. И это, знаете, придало новую окраску моим взаимоотношениям с Amway, потому что, ну, равных этому продукту на российском рынке нет по соотношению цена-качество. Поэтому как-то так. Угу. То есть благодаря вот той возможности, которая у вас появилась со стирального порошка, как говорится, да, можно было выучить своего сына за границей не так болезненно, как это было бы, да, то есть не... У меня нет никакой кредитной истории. Я ни одного кредита в своей жизни не брала. Хотя на образование сына я бы это сделала. Но вообще я против кредитов. Вот. Но вот благодаря моему сотрудничеству с Amway мы, собственно, имели такие возможности. Угу. Валерия, ну вот еще тогда такой вопрос задам. В принципе, мы укладываемся в режим, во время. Такой вопрос, да, вот все-таки врачебная миссия, да, и вот слово «работа». Вот как вы их соотносите? И вот эта вот врачебная миссия и наш бизнес. Соотносятся ли они у вас? Потому что многие считают, что это совершенно несовместимые вещи. Да, я знаю отношения, я знаю, что это очень спорный вопрос, но вот благодаря Nutrilite, понимаете, раньше я как мама-врач всех только лечила в нашей семье, а последние, наверное, уже лет 10 мы занимаемся профилактикой. И у меня больше нет необходимости лечить подавляющее большинство членов нашей семьи, потому что профилактика, она очень оправдала себя. И мы, наверное, меньше всех вообще-то волновались по поводу сегодняшней ситуации. В общем, поэтому я нахожу, что моя миссия врачебная, она в партнерстве с Amway реализуется на самом деле гораздо лучше, чем я это делаю ежедневно, ходя на свои приемы, если быть честной. Угу. Ну, я насколько знаю, что именно уже в сотрудничестве с компанией Amway вы смогли получить дополнительный сертификат к вашему диплому, да, на базе Института питания Российской академии наук, сертификат нутрициолога. Да, мы все время учимся, мы бесконечно учимся, и благодаря Amway мы получаем дополнительные грани к своему врачебному образованию. Да, ну насколько я знаю, сейчас есть такая возможность даже не у врачей получить специальность сертификат нутрициолога, потому что это врач, вернее, это не врачебная специальность. Да, это не врачебная специальность на сегодняшний день, и в принципе на сегодняшний день каждый. Если раньше это было обучение исключительно только для врачей, то сегодня уже и не врачи могут получить сертификат нутрициолога. И в принципе я считаю, что это очень полезно для каждой семьи, когда есть такие специалисты в семье, потому что в первую очередь это для семьи. Угу, отлично. Валерия, итак, третий вопрос. Он не был заявлен в афише. Вот, третий вопрос. Если вы попадаете на необитаемый остров, ну, у вас есть возможность взять с собой одно наименование Nutrilite. Что вы с собой возьмете? Я возьму с собой Трувивить, потому что в моем понимании необитаемый остров — это что-то достаточно богатое растительной пищей и морепродуктами, поэтому как-то с пищевыми волокнами, белком и ПНЖК мы как-то справимся, да, но вот солнце для моей кожи совершенно нежелательно, поэтому из Nutrilite я однозначно возьму Трувивить, и это мне необходимо. Ну, Трувивите, да, возьмете напиток или то и другое, или таблеточки? Ну, если мне будет можно взять обе коробочки, я бы, конечно, взяла обе. Отлично. Валерия, я благодарю вас за эфир и всем нашим зрителям напоминаю, что у нас еще 2 гостя, так что оставайтесь с нами, оставайтесь на этом аккаунте. И, Валерия, я вас сейчас отключаю. Благодарю вас. Знаю, спасибо что вы вам. с нами.
Итак, следующий наш гость, которого я представлю, это Юр, добавляю. Отлично. Юра, слава богу, Майами на связи, здорово. Вот. Всем физкуль, привет. Чуть-чуть меняется, да, Юра, рада тебя слышать. Солнечная Майами на связи, не солнечный Сахалин тоже. С балкона вам привет передаю. Мы тут тоже карантиним. Отлично. Итак, Юр, я тебя представлю. Многие тебя знают, да? Юрий Ежелин, врач, нутрициолог, диетолог, кандидат в мастера спорта, пауэрлифтинг, плавание, рекордсмен книги рекордов Украины, фитнес-тренер, автор книги «До 100 на все 100», и даже у меня такая есть, с личным автографом. Вот. И автор нашей всеми уже полюбившейся программы «Детокс». Юр, тебе за нее вообще огромное спасибо, за такую идею. Она сейчас претерпевает изменения, индивидуализируется, но тот смысл, который ты внес, это просто вау. Вот, поэтому из Майами встречаем Юрий Ежелин. Юр, ну давай так, да, времени у нас немного, вот, и задам основной главный вопрос. Итак, у тебя вот столько... Ты представитель, мне кажется, вот того самого поколения мультипотенциалов, да, когда у тебя столько ярких, каких-то интересных навыков, знаний, умений, и ты еще каким-то образом вписался в предпринимательство, да еще и в сетевой бизнес. Скажи, пожалуйста, зачем тебе это и как это произошло? И какую-то свою историю, какую-то интересную, связанную с продуктом ли или с самой компанией. Все, я замолкаю. Спасибо, Кать, за такое представление шикарное, за вопрос. Перед тем, как приступить к ответу на вопрос, я бы хотел уточнить, программа, которая мною разрабатывалась, я узнал о ней от доктора Карла Рейнберга, но я с ним лично знаком не был, познакомился с Сэмом, его сыном, но та философия, которую он закладывал много лет назад, это было. И я благодаря Институту оптимального здоровья и Академии МВ, в которой я обучался в 2012 году, благодаря этому у меня и появился вот этот вот фундамент. И программа «Детокс», которая получилась, она только благодаря тому, что в нее заложен фундамент намного более глубокий, чем там идея одного человека. И то, что мы сейчас видим, как растет и развивается эта программа, именно благодаря тому, что каждый творит ее и продолжает приумножать результат. И, конечно же, благодаря историям людей, которые получают очень много положительных эффектов со стороны здоровья, боди-трансформации, этот эффект просто уже лавинообразный, и поэтому спасибо основателям Института оптимального здоровья, Карлу Рейнбергу в первую очередь, за то, что он смог объединить эти знания из глубины тысячелетий, и современную науку, нутрициологию, как мы уже ее сейчас знаем, на базе хроматографии и всего остального. Вот, поэтому, конечно, спасибо за то, что вы назвали меня, что я как бы ее родоначальник. Мне приятно, мне приятно. По поводу ответа на вопрос. История началась когда я еще учился в академии медицинской. Я поступил на денежную профессию, это было зубное протезирование, из-за того, что у меня первое образование скульптурное, художественное. И мне всегда было интересно помогать людям, но когда ты сидишь и просто вырисовываешь зубы, возможности нету такой. И одновременно с этим я поступил получать дополнительное образование реабилитолога. Это был факультет мануальная терапия, суджок-терапия, все, что касается энергии. И я поступил в 15 лет в училище, потом она уже стала медицинской академией. И я получил 2 образования там, и меня заинтересовала больше реабилитация. Но так как я поступал в университет медицинский дополнительно, потому что все родственники меня поддерживали в этом, давай, у нас будет кто-то в семье, кто будет нам всем помогать.
Я же, конечно же, думаю, ого, такая ответственность, надо что-то делать, но реабилитация меня всегда интересовала, и я уже тогда пошел работать мануальным терапевтом в Институт реабилитации послеинсультных больных. И задавался тогда еще вопросом, почему у людей возникают те или иные состояния. И у меня физически не было возможности заниматься исследовательской работой, заниматься возможностью получения ответов, почему, причины вот этих следствий. Потому что я тогда еще задавал вопрос, почему инсульты возникают там в 40 лет, почему такая статистика. Мне всегда интересовало вот эти вопросы «почему?». И стретчинг, можно так сказать, стретчинг сознания, понимание причинно-следственных связей, он требует определенного времени и фокуса, и мышления такого стратегического. И когда ты все время с пациентами, очень мало информации ты получаешь для развития, если можно так сказать, стратегического мышления. Почему я начал обучаться предпринимательству? Потому что именно там, именно благодаря в общении с предпринимателями, где мы в первую очередь разрабатывали стратегию, которая начинается с майндсета, когда ты проецируешь свое будущее, чем ты хотел бы заниматься, что бы ты хотел делать. И у меня уже тогда сформировалось видение, что если я буду все время проводить время с пациентами, то какому количеству людей я реально смогу оказать какой-то суппорт. И когда мне показали бизнес-возможности Amway, я сразу отреагировал позитивно. Я еще вообще не понимал, что такое бизнес, потому что в 90-х я видел то, что происходило в Киеве, как в Украине строился бизнес. Это не то, что меня привлекало, и у нашей семьи не совсем хорошие воспоминания из этого времени. Но когда я познакомился с предпринимателями в бизнесе Amway, совсем с другим аттитюдом, кто читал книгу «Сознательный капитализм» Рича Девоза или книжку «Просто Рич», понимает, о чем я говорю. Если нет, то я рекомендую вам ее прочесть. И когда у тебя складываются пазлы огромной картины. И как в своих выступлениях говорил Владимир Поздняков, когда твои мечты уже выходят за грани твоей личности, имеется в виду, что ты уже намечтал для себя, и у тебя уже идеи, какие-то мысли, как же это может помочь большему количеству людей, какое наследие ты можешь оставить для своих потомков, какой уровень жизни ты хочешь для своей семьи. Здесь, конечно же, однозначно мой выбор остановился на том, чтобы развиваться как предприниматель. Но так как у меня, наверное, образование медицинское и вообще понимание ситуации, оно всегда было со мной из-за того, что я и общался с людьми и интересовался здоровьем, особенно восстановительными практиками. Все, что касается энергии, и следствием этого является и как суппорт-рацион. Перспектива приехать в Институт оптимального здоровья, который находится в Лос-Анджелесе, о которой я услышал еще лет 10 назад и видел на Ютубе, и видел ролики только от своих менторов, которые туда приезжали лично, смотрели, смотри, Юра, какая есть возможность. Конечно же, меня это очень впечатлило, и мне захотелось это сделать. А для этого нужно сделать определенный результат. И это тоже было стимулом к работе. Сейчас я уже трижды, появилась возможность благодаря компании Amway приезжать сюда, в Соединенные Штаты Америки, и путешествовать, и получать квинтэссенцию того, что сейчас происходит в Институте оптимального здоровья, потому что есть возможность общаться со специалистами прямо там за станком, как говорится. И
Например, в этот раз мы у нас был семинар в Сан-Педро, и мы поехали снова в университет, организовали экскурсию. Это доступно для всех людей, это не закрыто. Имеется в виду, доступно для тех, кто может квалифицироваться. Тоже тогда доступно для всех людей, но надо квалифицироваться. Это в сторону того, что сейчас не нужно иметь какие-то образования и какую-то суперквалификацию, чтобы попасть на производство и посмотреть, как выглядят эти фермы органические, у которых просто космический потенциал, который нам рассказывают, что там не используется даже удобрение животных и птиц, что там все на растительной основе, и это сначала завораживает, когда ты особенно начинаешь наводить справки, кто еще из производителей чем-то подобным может похвастаться. И Nutrilite кажется чем-то таким просто космическим, но на самом-то деле это так и есть. Это своего рода как Tesla среди вообще мира биологически активных добавок. Это просто, он делает то, чего не может сделать ни один другой производитель. Вот. И, естественно, предпринимательство, оно сейчас является основой фундамента мышления человека, который хочет развиваться стратегически на многие годы вперед, особенно организовывая в себе определенную независимость, потому что я знаю многие специалисты, например, мой учитель Оксана Скиталинская, ее пример тоже очень интересен, почему она работает с Nutrilite, вице-президент Ассоциации диетологов Украины, и почему она начала работать с превентивной медициной, потому что она говорит, я когда вскрывала эти толстые кишечники, потому что она гастроэнтеролог-хирург, и потом с рецидивом пациенты приходили, и я не могла им помочь. Я делала то, что я могла там, за столом, будучи хирургом. И она говорит, что мое решение стать человеком, который может вещать через интернет, вести блог, принимать пациентов онлайн, заниматься диетологией, нутрициологией, пищевой терапией, это то, что ей позволило сразу влиять, помогать тысячам людей одновременно. А она говорит, а со скальпелем я могла помочь физически только одному человеку. И это у нее такая была трансформация ее вида деятельности. И я ее прекрасно понимаю. Вот это то как раз, что в итоге помогло мне разработать план работы. Разница между мной и Оксаной в том, что я предприниматель, и я намного более свободен, и даже в том, что я могу говорить. Потому что, например, что касается некоторых дозировок по пищевой терапии, которые я могу как свободный предприниматель, доктор, реабилитолог, нутрициолог рекомендовать, они не подтягиваются ни под какие системы МОЗ, которые были установлены государствами и которым должны отчитываться доктора, которые работают на полной ставке, и их могут привлечь, сказать, ты что, давай-ка, тебе сказано 80 миллиграмм витамина С, вот и давай, и не больше, а то мы тебе а-та-та. Вот. И здесь намного больше возможностей для предпринимателя, доктора, у которого есть суппорт предпринимателей в окружении, создать такой лайфстайл. И, конечно же, желание помогать огромному количеству людей. И, как мы понимаем сейчас, что превентивная медицина – это та медицина, которая всегда была в основе здоровья наций. Потом с помощью, мы знаем, систем здравоохранения и потребности в военной медицине, потребности в медицине спортивной, огромное возникло количество различных решений, задач, состояний людей, которые не дают здоровья, а они просто фиксят, чинят человека, давая ему возможность, давай-ка поменяй свои привычки,
И так больше не живи, и тогда у тебя не будет тех или иных состояний. Но мы знаем, что сейчас людям нужно еще и помогать с точки зрения майндсета. Недостаточно ему дать просто решение, вот на тебе витаминки. Потому что человек задает вопрос, сколько мне их пропить? Ты, говорится, опять. Ну, и я понимаю, что здесь вопрос не только в том, чтобы дать человеку решение. Нужно показать ему еще и путь, как сформировать эти привычки. А здесь уже работа над мышлением. И благодаря семинарам, благодаря книгам, которые мы читаем, благодаря нашим наставникам, которые уже прошли этот путь. Потому что для меня, например, Владимир Поздняков, он этого не знал еще тогда, когда я в день прослушивал по 10 его дисков. И у меня прям терапия такая была. Я еще не понимал, как это называется. Оказывается, программирование. И для меня это такой был глоток воздуха, понимание, что можно сформулировать стратегический план мышления с независимой позиции, будучи предпринимателем, да еще и творить какие-то вещи. Потому что вот книга, например, которую получилось создать, и сейчас я пишу вторую книгу, это все благодаря возможности планировать свое время самостоятельно, под пальмой сидеть, консультировать онлайн пациентов, пообщаться с партнерами, писать очередную книгу или записки, там, или дневник благодарности, не знаю, кому что больше нравится. Вот. Но такой обширный ответ, наверное, на один вопрос. Извините, я чуть-чуть могу долго разъяснять. Ограниченное время, на самом деле, слушать там мы можем разговаривать, вести диалог очень долго. Ну, Юр, вот мне такой вопрос все-таки, да, один, более коротко. Если ты планируешь, или тебе планируется попасть на необитаемый остров. Протеин! Протеин? Да, я могу объяснить почему. К нему нужна только вода. Во-первых, охота и собирательство на необитаемом острове в начале это опасное занятие, потому что ты не знаешь местности. Тебе нужно изучить флору и фауну. Бежать сразу там с копьем ловить рыбу, с этим, либо же лезть куда-то, собирать какие-то плоды. Это Валерия будет делать, она рыбу ловит. Ну, мне нужно будет потом заниматься ее реабилитацией, если она наступит на какого-то ужа или ее там какой-то паучок укусит, и вот это что-то там где-то опухнет. Я веду к тому, что на необитаемом острове вначале нужен какой-то продукт мультифункциональный, потому что даже с соленой водой из океана, например, там, я смогу его какое-то время пить, не проблема. Даже если там чуть-чуть будет диареи, ничего страшного. Ну, это я шучу, естественно. Вот, то есть нужна только вода к этому продукту. И в шкарлупе от кокоса там я смогу его разболтать. Даже без шкарлупы от кокоса. Просто в рот набрал воды, ложку протеина, даже без ложки, руками. Да, неважно. Почему важен этот продукт? Для меня это не только набор незаменимых аминокислот, с которыми, в принципе, весь вопрос с потреблением незаменимых аминокислот в организм, из которых уже печень там все смодулирует, все, что надо, весь остальной перечень аминокислот и вот эти тысячи комплексы пептидов, которые мне нужны для того, чтобы мой организм функционировал для белкового метаболизма. Для меня протеиновый порошок от Nutrilite – это соевый изолят, в котором большое количество антиоксидантов. Он является также источником фосфолипидов, а это основа уже структуры тканей больше с белково-жировой стороны. То есть это то, что входит в структуру мембран абсолютно всех наших клеток, а особенно мозга и печени. А это два органа, которые очень важны на необитаемом острове, потому что тебе нужно очень быстро восстанавливать силы, то есть спать нужно меньше, чтобы быть начеку, ну и встречать красивый рассвет, естественно. И думать надо быстрее, активней. А это то, что как раз помогает когнитивным функциям.
Вот, конечно же, благодаря протеину не будет перегружаться желудочно-кишечный тракт, потому что на необитаемом острове я понятия не имею, что это за виды, как я их съем и что там будет у меня происходить. А с протеиновым порошком риск этот отсутствует. Будет очень легко все усваиваться, и я буду получать перечень всех необходимых аминокислот. Это будет восстановление фосфолипидного уровня, это будет восстановление уровня антиоксидантов, это будет помогать мне всегда чувствовать себя легко, как говорится, на чеку. И, конечно же, так как протеиновый порошок, он имеет в себе еще и определенную концентрацию фитогормонов, это еще и будет нормализовать мой гормональный фон. То есть уровень кортизола, уровень тестостерона, эстрогена, это также то, что будет помогать быстрее восстанавливаться. Ну, про то, что протеиновый порошок великолепно создает щелочную среду, то есть помогает в восстановлении кислотно-щелочного баланса, это вы уже все знаете, об этом говорить не надо. Но это то, что очень важно, чтобы не закисляться в условиях незнакомой среды, да, и быстрее восстанавливаться. Поэтому протеин! Спасибо, Юра. Юра, благодарю тебя. Все, давай, пока-пока. На связи Елена, она готова. Спасибо тебе. До встречи. Будьте здоровы. Так, итак, Елена, я жду, что вы сейчас попроситесь присоединиться. Отлично, отлично. Еще раз, да, напоминаю. Елена Куриловская, врач-акушер, гинеколог, нутрициолог, врач высшей категории, лучший врач 2014 года с областной больницы, стаж более 20 лет, предприниматель и очень красивая женщина. Итак, Лен, вопросы, в принципе, ты уже слышала, знаешь. Почему? Почему ты выбираешь, Лена, подвисаешь? Лен, почему ты выбрала сетевой бизнес? Почему выбрала компанию Amway? Как так получилось, как так произошло? Всем здравствуйте. Видите, все-таки эфир состоялся, и это еще одно преимущество бизнеса Amway — это команда. Потому что вы не представляете, что мы сейчас тут делали, но все-таки у нас получилось, и это очень-очень круто. Как я здесь оказалась? Интуитивно, честно скажу. Меня пригласили на встречу, причем пригласили так, что я поняла, что я обязательно должна прийти. Никак по-другому быть не может. И когда я пришла, мне рассказали бизнес-план. Честно, я сразу поняла, что мне это нужно. Что меня здесь зацепило в бизнес-плане? Я всегда как-то понимала и знала, что да, врачебная профессия хороша, да, это престижно, да, это благодарность, особенно моя профессия, да, когда ты видишь, как зарождаются, как появляются новые жизни. Но я понимала, что так будет не всегда. Наступит пенсия, и когда ты привык уже к определенному какому-то образу жизни, к определенному доходу, то отказаться от него потом будет очень-очень сложно. И поэтому, наверное, я увидела здесь лидерское вознаграждение, и на это первое, что меня здесь привлекло. Второе — это, конечно, стиль жизни людей, которые занимаются предпринимательством, причем разных уровней. Да, профессия врача хороша, да, мы работаем, мы дежурим, там, с санавиацией, все остальное, а когда жить? Когда жить, когда видеть вот это все прекрасное, что происходит вокруг, и проводить время с семьей, с детьми и все остальное, и я понимала, что надо что-то делать, и когда ты где-то это у тебя мысли приходят, то приходит и возможность. И еще, когда я, конечно, побывала на семинаре, я поняла, никого не хочу обидеть, кто еще не в бизнесе Amway, но я поняла, что дураков в Amway нет. Все люди очень высокоинтеллектуальные, с таким мышлением, которое не просто вот такое, а оно очень широкое, оно очень разностороннее. И я как врач понимала, что мы в своей рутине, правда, рутина, может быть, грубо сказано, правда, вот эта каждодневная одна и та же работа, она нас как-то, не дает нам, что ли, чуть-чуть шире взглянуть на жизнь. Поэтому вот это тоже плюс. И конечно, когда почему я здесь осталась,
это, конечно, команда. Вот сегодня я еще раз это поняла, что как круто, когда тебя поддерживают. Где мы на работе, ну я не знаю, как у кого, но бывает всякое. И не каждый готов прийти к тебе на помощь и помочь тебе. Поэтому, конечно, первое — это деньги, как ни крути. Второе — это окружение, это стиль жизни, вот это и команда. Вот это, наверное, основные преимущества, которые я здесь нашла, которые, к сожалению, в моей профессии бывает не всегда. Особенно, когда в своей профессии мне попались такие классные учителя, и я видела тот командный дух, а потом этого резко не стало, то, конечно, это очень некомфортно, и когда ты ищешь, ты всегда находишь. Вот, наверное, что мне здесь очень-очень понравилось и привлекло. Лен, ну вот, вот это вот я тоже Валерии задавала вопрос, как же сочетание, да, вот миссии, ты же осталась, ты же продолжаешь нести вот это вот вечное, доброе, светлое. Вот чуть-чуть об этом скажи, что ты же не прекратила врача, ты же осталась врачом, став предпринимателем. Понимаете, это даже очень даже сочетается, как я сейчас. Особенно, что касается Huawei, я не могу говорить про другие возможности, но Huawei однозначно да. Особенно я как врач, конечно же, я обратила внимание на Nutrilite, причем сначала я была категорично скептична, просто настолько, что это не передать. Я уже вспоминаю себя, как я смотрела, думаю, вообще дураки какие-то, зачем они это пьют? Ну, лекарства купите и все вылечите. И теперь я уже смотрю, например, на женщину, да, беременную или кормящую, я уже смотрю на нее более целостно, я понимаю, что ей нужно дать, чтобы она была здоровее, чтобы ребенок был здоровее. То есть со стороны даже заболеваний я рассматриваю со стороны дефицитов. То есть я понимаю, что да, в какие-то лекарства мы уберем симптомы, но на самом деле причины заболеваний мы не уберем, и она уйдет, и через какое-то время все возобновится. Поэтому я думаю, наше предпринимательство как нельзя сочетается с нашей врачебной деятельностью. Это на самом деле миссия, когда я понимаю, что я рассказываю людям о том, как профилактировать какие-то заболевания, причем много заболеваний можно профилактировать с помощью Nutrilite. И есть уже опыт определенный в этом, поэтому я думаю, что для меня это очень сочетаемые вещи. А бизнесу можно научиться, у нас система обучения классная, и учись не хочу, бесконечно только успеваю. Да, я тоже считаю, что благодаря DaLife, системе обучения, да, этому сайту, который создали, это просто великолепно, что мы можем каждый день, слушая с утра, вечером обучаться. Лен, ну вот тоже вопрос, да? Необитаемый остров, один продукт. И почему? Даблукс. Потому что пока я научусь ловить рыбу, убивать зверей и все остальное, меня Даблукс поддержит хоть какое-то время. Поэтому я для себя выберу Даблукс. Кто-то там, Юрий сказал протеин, Валерия Трувеете, это неудивительно, а я Даблукс. Отлично, отлично, спасибо. Спасибо за эфир. Лен, ты пока, наверное, может быть, со мной побудешь, да? Конечно, я, наверное, тогда с собой возьму фильтр, потому что какой-нибудь моторчик, может быть, там от солнечной энергии мы приспособим и будем фильтровать воду. И Сприн может справиться даже с морской водой, чтобы разводить протеин, Трувеете и запивать Даблукс. Вот. Одну баночку, Катя, одну баночку, а не коробочку. Вот. Вот таким образом, да, на самом деле, вот сегодня мы показали вам всем, что такое врачи в бизнесе, врачи-предприниматели. Вот. И следите за нашими афишами. Нас ждут отдельные эфиры с каждым из этих врачей. Мы будем готовить интересные темы. Мы будем работать с Инстаграмом, чтобы не было таких нюансов и заминок. Поэтому я думаю, что вы увидели врачей в бизнесе и врачебную миссию в этом бизнесе, как мы можем быть полезны людям и как вы можете найти для себя что-то важное и ценное для себя и своей семьи в сотрудничестве с компанией Amway, в сотрудничестве с гигантом сетевой индустрии. Итак, всем пока. Лен, отключаю вас. Благодарю всех, кто был с нами.